В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: написал заявление об уходе. Премьер-министр Абхазии заявил о своей отставке. Казначейство будет работать. Президент Рауль Хаджимба провел рабочее совещание. Рица сегодня. Специальный репортаж программы. Глава правительства Абхазии заявил о своей отставке на внеочередном заседании Кабинета министров. Артур Миквабия, в частности, заявил: «Я написал заявление об отставке. Мы с вами начали большое дело, причем в неблагоприятных условиях, вызванных разобщенностью общества и социальной напряженностью. Все меры, которые принимало правительство в других условиях, были бы более ощутимы. Речь идет и о повышении заработной платы, и об увеличении размеров пенсий. Не думаю, что какое-то другое правительство могло справиться лучше с теми задачами, которые нам пришлось решать во многих сферах общественной жизни и экономики. И это надо воспринимать как позитив». Президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Артура Миквабия от должности премьер-министра Республики Абхазия на основании личного заявления. Временное исполнение обязанностей премьер-министра президент возложил на первого вице-премьера Шамиля Адзанба. Кабинету министров поручено продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Кабинета министров Республики Абхазия. На внеочередном заседании правительства Артур Миквабия отметил, что обвинения, выдвинутые в его адрес депутатом Алмасом Джапуа, Генеральная прокуратура полностью опровергла. По результатам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой, в действиях Артура Миквабия не найдено состава преступления. Речь идет об обращении депутата Алмаса Джапуа, в котором он обвиняет премьер-министра Абхазии в совершении коррупционного преступления, а именно заинтересованности в деятельности ООО «Абхазская медицинская компания». В соответствии со статьями 143, 144, 147 и пунктом 1 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Абхазии, Генеральная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Также Генеральная прокуратура завершила проверку фактов, изложенных в отчете Контрольной палаты республики, касающихся целевого использования средств на автоматизированную систему выпуска, учета и изготовления бланков общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия. Вывод Контрольной палаты о нецелевом использовании бюджетных средств Генеральная прокуратура считает необоснованным в связи с тем, что денежные средства по исполнению контрактов выделялись не из разделов бюджетных расходов, а из средств резервного фонда президента и правительства республики. По выводам Контрольной палаты о нарушении норм гражданского законодательства в части смены победителя конкурса на поставку оборудования для оснащения паспортного управления МВД, Генеральной прокуратурой проводится дополнительная проверка для установления наличия коррупционных факторов. Это то, что касается обвинений, выдвинутых премьер-министру Артуру Миквабия депутатом Народного собрания Алмасом Джапуа. Именно эти обвинения легли в основу постановления парламента об объявлении вотума недоверия премьер-министру, которое депутаты должны рассмотреть в среду на заседании сессии. Теперь, судя по всему, этот вопрос становится неактуальным. А сейчас еще об одном постановлении, на этот раз судебном. В понедельник Сухумским городским судом под председательством судьи Бейлы Хасая вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего директора РУП «Абхазчай» Астамура Отрба. Отрба признан виновным в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию, соединенных с обвинением премьер-министра Республики Абхазия Артура Миквабия в совершении тяжкого преступления. Именно в том, что якобы последний в августе 2015 года в ходе рабочей встречи, где обсуждались вопросы оказания финансовой помощи РУП «Абхазчай», обещал осуществить финансирование в случае выплаты Миквабия доли от деятельности предприятия. Об этом Астамур Отрба заявил в ходе пресс-конференции в Арсмира 7 сентября 2015 года. Астамуру Отрба назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев. Настоящий приговор вступает в силу по истечении 15 суток со дня провозглашения. Казначейская система исполнения бюджета будет работать. Никто не собирается отступать. Об этом заявил президент Рауль Хаджимба, открывая совещание, посвященное переходу на казначейскую систему. Уже есть результаты, подчеркнул глава государства. Хорошо видно, сколько денег остается на счетах бюджетополучателей и как они расходуются. Елена Лолуа продолжит тему.
Казначейская система, которая дает правительству возможность отслеживать движение денежных потоков и их целевое и эффективное расходование, активно внедряется. Полномасштабно республика перешла на систему с 1 июля. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что, несмотря на определенные сложности, внедрение казначейства будет продолжено. Казначейство будет работать, и мы уже сегодня видим в большей степени, я не знаю, кому-то это уже известно или нет, но движение денег, средств уже хорошо видно. Сколько остается на счетах, кто какими, как говорится, средствами распоряжается, как эти деньги используются. И я думаю, что чем быстрее и активнее начнется процесс работы дальнейшей по казначейству, я думаю, это будет положительно сказываться вообще в целом на состоянии дел и бюджета, и доходной, и расходной части. Процесс запущен, сказала министр финансов Амра Кваранзия. Уже обработано порядка 3600 платежей. Из 395 бюджетополучателей 93 уже работают по электронке. Система работает. Более того, наши бюджетополучатели подключены к бюджету веб, то есть они удаленно через интернет могут получать оперативную информацию, формировать в электронном виде платежные поручения. Пока не все подключились, у нас 395 бюджетополучателей, 93 из них уже работают. Но это весь процесс просто обучения. Им всем открыт доступ, но пока не каждый может этим пользоваться. Сухум, Сухумский и Гулрипский районы уже перешли на новые рельсы работы. Трудности возникли у других районных бюджетов, в частности, с подготовкой отчетных данных. Разъяснительную работу на местах провели специалисты управления казначейством. Сократилось количество неправильно оформленных платежных поручений, подчеркнула Амра Кваранзия. Отсюда вывод. Бюджетополучатели постепенно осваивают новую систему. Мне дали статистику, начиная с 6 числа, с 33, 43% невыясненных платежей шло, там, где неправильно заполнялись платежные поручения. Вот уже 33%, 24, 43%, в один день вообще 60%. На сегодняшний день мы снизились до 18-12%. Руководители таможенных и налоговых органов Абхазии доложили, что процесс перехода на казначейскую систему в их ведомствах прошел безболезненно. Мы перешли на казначейство абсолютно безболезненно. Бухгалтера все прошли обучение в Минфине. Никаких вопросов, никаких проблем у нас нет. Система работает без каких-либо нареканий. Все трудности с введением казначейской системы исполнения бюджета носят технический и временный характер, сказал вице-премьер Дмитрий Сериков. На самом деле все проблемы, они на самом деле представляют из себя чисто технический момент. Это просто любое новшество, внедряемое в определенный момент времени, вызывает определенные сложности. Поэтому все остальные вопросы, которые возникали, на мой взгляд, Минфин оперативно со всеми сработал. Все необходимые инструкции были додосланы, которые в июне не были предоставлены. И, на мой взгляд, вот весь, который негатив с точки зрения казначейства был, на мой взгляд, сейчас уже нивелировался. Я думаю, что мы в ближайшие месяцы уже увидим большой положительный эффект от внедрения этой системы. Как сообщил председатель Национального банка Беслан Барателя, в начале действительно были технические проблемы. Например, в коммерческих банках плательщики налогов и операционисты не могли взять в толк, как правильно оформлять квитанции. На сегодняшний день в целом вопросы сняты. Беслан Барателя также сообщил, что параллельно с процессом внедрения казначейства банкам активизирована работа по выдаче платежных пластиковых карт. Процесс активно идет. Я думаю, что до конца этого года подавляющая часть бюджетников будет получать заработную плату на карточке. Это еще больше увеличит прозрачность в процессе финансирования средств из госбюджета, поскольку зарплата – это львиная часть расходов бюджета сегодня. Президент поручил Министерству финансов поторопиться с подготовкой проекта госбюджета на 2017 год. К 1 ноября проект должен быть отправлен на обсуждение в парламент, сказал он. А что касается казначейства, то в конце августа глава государства ждет от правительства промежуточного отчета по работе казначейства за 2 месяца. Елена Лоло, Роберт Ломия, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Спасибо. В Абхазском государственном университете начались вступительные экзамены. Во вторник устный экзамен сдавали абитуриенты нескольких факультетов. О том, как проходят вступительные экзамены, в репортаже Сарии Смар.
Ни для кого не секрет, что образование – главный институт развития современного государства. Как и каждый год в это время в Абхазском государственном университете начинаются вступительные экзамены. Необходимо отметить, что в этом году число поступающих в это учебное заведение намного ниже, чем в прошлые годы. Более того, многие специальности для студентов оказались невостребованы. В Абхазском государственном университете на сегодняшний день функционирует 8 факультетов. Это более 27 специальностей. Для поступления в вуз в этом году подано чуть больше 600 заявлений. Набор на некоторые специальности, такие как математика, физика, биология, пока еще продолжается. А такие отделения, как химия, лесное хозяйство, и вовсе пришлось закрыть в связи с отсутствием желающих сюда поступить. Мы вынуждены были объявить дополнительный прием документов, и он сейчас в настоящее время продолжается по целому ряду специальностей. И в первую очередь, конечно, это специальности, на которых существенный недобор, но при этом эти специальности крайне необходимы в нашей стране. Нужно отметить следующее, что в этом году мы по результатам набора мы вынуждены были уже на сегодняшний момент отказаться от нескольких специальностей. Ну вот, к примеру, такая специальность, как химия, куда было подано всего 2 заявления. В этом году мы вынуждены отказаться от набора на лесное хозяйство, потому что было подано только 1 заявление. В этом году большое количество выпускников школ предпочли поступать в российские вузы. Есть и те, кто вовсе решил не получать высшее образование. В АГУ предпочтение отдается таким специальностям, как юриспруденция, экономика, филология. Для абитуриентов этих направлений первые экзамены уже позади. Но их результаты показали, что уровень подготовки абитуриентов в этом году достаточно низкий. Как известно, в нашем университете ребята, поступающие на абхазские сектора, первый экзамен сдают диктант на абхазском языке. И здесь достаточно большое количество двоек. Это огорчает, потому что это показывает достаточно низкий уровень грамотности в целом выпускников наших школ. При этом, конечно, есть блестящие выпускники, не могу не отметить их. Несколько медалистов поступают в наш университет. Сегодня в стенах университета устный экзамен сдавали абитуриенты отделений истории, экономики, агроинженерии и живописи. С замиранием сердца результатов экзамена у входа ждут родственники абитуриентов. Гарлен Мелкумов пришел поддержать своего сына Сергея, который поступает на исторический факультет. Учился он хорошо, закончил 11-летку, он без троек. История у него один из любимых предметов был, поэтому и поступаем, мы решили, он решил поступить на этот факультет, на исторический. Готовился парень, занимался усердно. Я желаю, в принципе, сегодняшний день всем нашим абитуриентам удачи, чтобы они поступили. Главное, чтобы они показали свои знания. В университет без экзаменов уже зачислено несколько студентов. Это победители республиканских олимпиад. И 4 абитуриента – это медалисты, которые будут сдавать всего 1 экзамен. А те, кому предстоит пройти экзаменационное испытание, естественно, волнуются. Я закончила 11-ю среднюю школу города Сухум. Училась я хорошо. Исторический факультет я выбрала именно потому, что история мне ближе, чем все остальные предметы. Для меня как наиболее интересным предметом является. Усердно готовилась к этим вступительным экзаменам, потому что моя главная цель сейчас поступить именно на исторический факультет. Перед экзаменом, конечно, волнуюсь, это страх естественная вещь. Но для всех желаю удачно поступить. По словам проректора АГУ Виктора Маландзе, те, кто не смог поступить в этом году в университет, имеют возможность более тщательно подготовиться и прийти на следующий год. Кроме того, абитуриенты имеют возможность получить среднеспециальное образование в различных колледжах и техникумах и потом уже получить высшее образование в Абхазском государственном университете. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
Курортный сезон в республике в самом разгаре. Одними из наиболее посещаемых достопримечательностей по-прежнему остаются озеро Рица и Новоафонская пещера. По информации о реализации визных билетов на КПП Рицинский реликтовый национальный парк на 24 июля только за текущий месяц продано 100 тысяч взрослых и 8 тысяч детских билетов. Один день на Рице и Ауатхаре провела наша съемочная группа. Смотрите специальный репортаж Амры Амичба. На легковых машинах, джипах, автобусах и маршрутках подъезжают туристы на контрольно-пропускной пункт, стремясь побыстрее попасть на территорию Рицинского реликтового национального парка. Чтобы не образовался затор на дороге, за порядком здесь следят 8 инспекторов. Пытаются весь транспорт, чтобы они поочередно шли. Ну, как правило, иногда в основном-то нарушают наши жители, а не туристы. Но мы всегда заинтересованы быстрее пропускать. Почему? Потому что туристы на границе, они мучаются по 3-4 часа, они сами говорят об этом. Но здесь стараемся, как вот в течение 5 минут охватывать всех. На сегодняшний день, за июль месяц, у нас проехало 100 тысяч взрослых туристов и 8 тысяч детей. В общем, 108 тысяч на сегодняшний день. Если сравнить с прошлогодним, мы отстаем на сегодняшний день по количеству около 9 тысяч. Выстояв небольшую очередь, туристы покупают входные билеты, выдача которых производится в 2 кассах. Ни разу не были, решили посмотреть. Ни разу не доезжали до этого места. У меня муж здесь жил полгода, поэтому у меня была мечта, мы сюда решили приехать. До самого озера Рица, которое так привлекает туристов, почти 40 километров. Однако и по пути есть на что посмотреть. Это и голубое озеро, и горные водопады, и реки, и высокие скалы. Каждую деталь окружающей природы хочется сохранить в памяти и запечатлеть на видеокамеры. И, конечно же, на фоне всех красот бесконечное фотографирование и селфи, из-за которого ненароком можно и отстать от своей группы. Для посетителей парка организованы рафтинг, сплав по реке, тарзанка, прыжки над водой и многое другое. Время по дороге до Рицы со всеми остановками проходит незаметно. Поделитесь с нами своими впечатлениями. Ой, это круто. На самом деле очень здорово, неожиданно и очень приятно. Дорога сюда понравилась. Горы, виды, вот эти все, речка такая интересная, бурная такая. Столько лет прожили и не были в Абхазии. Даже в Советском Союзе, когда жили, не побывали здесь. Ну, а сейчас решили приехать. Медицинский пункт и постовая служба на Рице всегда начеку. Порой у поднявшихся к озеру на высоте около 950 метров над уровнем моря скачет артериальное давление. Вот медсестра Асида Барцес оказывает помощь обратившейся туристке. По словам сотрудника постовой службы Дениса Цкуя, правонарушений за нынешний курортный сезон на Рице не зафиксировано. Мы выполняем свои функции с начала ущелья до конца Ауатхары. И каждый день выходим на работу с 9 до 12 часов ночи, осуществляем автопатруль, и на местах у нас есть посты, люди, количество 20 человек выполняют охрану общественного порядка. В этом году никаких происшествий вообще зарегистрировано не было. Достопримечательность, пользующуюся популярностью, необходимо содержать в надлежащем виде. Это понимает и руководство Рицинского реликтового национального парка. Незахламленные мусором и бытовыми отходами обочины дороги свидетельствуют, что соблюдение порядка и чистоты на территории парка в приоритете. Для удобного перемещения автотранспорта постоянно мониторится состояние дороги, и при необходимости ведется ямочный ремонт. Совсем недавно такой ремонт был произведен в 2 тоннелях. Надо сказать, что по инициативе руководства парка у горных рек на протяженности трассы до озера Рица строятся вот такие строения, где каждый желающий может расположиться на пикник. Безусловно, при условии соблюдения чистоты и порядка, а мусорные урны, благо, предусмотрительно расставлены. В 16 километрах вверх от озера Рица находится Ауатхара, которая также пользуется популярностью у туристов. В пансионат, принадлежащий Рицинскому парку, приезжают отдохнуть в горной тиши немало и жителей Абхазии. Дорога здесь каменистая, и кроме того, в 12 местах ее пересекают маленькие реки и водопады. Для них сооружены отводы, которые периодически необходимо прочищать. На сегодняшний день мы занимаемся подсыпкой, начиная, от стоянки на расстоянии 16 километров до Ауатхары. Вот эту подсыпку сегодня уже заканчиваем, почистили колодцами, мы называем источные воды в 12 местах.
мы практически по новой вскрыли их. На самой Ауатхаре реконструируется большой мост. В последний раз его ремонтировали в 2004 году. Старые балки износились, была опасность провала. Мост востребован среди туристов и пастухов. По нему ездят машины и гонят скот на пастбища. Практически через километр от моста начинается зона альпийских лугов. Такова ситуация сегодня в Рицинском парке. Конечно, есть проблемы. Главное из них – очистные сооружения. Действующее построено еще в 70-х годах прошлого столетия и давно нуждается в ремонте. На это потребуется более 30 миллионов рублей. По словам директора Рицинского реликтового национального парка Риты Лолуа, строительство новых очистных сооружений вложено в бюджет парка в будущем году. Здесь надеются своими силами решить эту проблему. Амра Амичба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Маленькие подопечные благотворительной организации «Кераз» отправились в летний лагерь в Ауатхару. 30 детей из Ачамчирского, Гулрипского и Сухумского районов пробудут в горах 10 дней, где совершат ряд пеших маршрутов. Группу детей будут сопровождать 13 педагогов, среди которых инструктор и психологи. Инициативу «Кераза» поддержали Фонд социального страхования и охраны труда, а также Сухумский дом юношества. Реализация летнего лагеря для детей у нас является очень значимым мероприятием. Это одно из тех мероприятий, которые мы должны были провести в любом случае. Детей мы планируем повезти в горы на территорию национального заповедника Ауатхара. Это будет 30 детей из многодетных семей с Гулрипского, Ачамчирского и Сухумского районов. Нам очень-очень сильно помог Амиран Георгиевич Какаля провести это мероприятие, этот лагерь, председатель Фонда социального страхования и охраны труда. И также работники Сухумского дома юношества, которые непосредственно будут находиться с детьми 10 дней в горах. Они будут за ними следить, у них будут экскурсии, у них будут интерактивные какие-то уроки, занятия. Будет очень интересно, весело. Но мы надеемся, что детям нашим очень понравится. Турист из Санкт-Петербурга погиб в горах Абхазии во время похода из села Цабал в село Чхалта Гулрипского района. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Добираться до места трагедии вначале было решено на вертолете. Поисковый отряд вылетел из Сухумского аэропорта. Однако в ущелье реки Кадор им дорогу преградил мощный грозовой фронт. Спасателям пришлось продолжить путь на машинах, а затем и пешком через непроходимые горные чащобы и стремительные реки. Именно обманчивый норов реки Ацгара стал причиной смерти петербуржца Сергея Шимонина. Он решил форсировать, казалось бы, не очень бурную водную преграду, но, по словам очевидцев, подскользнулся и упал на камни. Смерть наступила мгновенно. Двое его товарищей вернулись обратно и обратились к спасателям за помощью по доставке тела погибшего. По словам руководства МЧС, зная спасатели изначально точный маршрут движения туристов, то не пришлось бы 2 суток блуждать по лесу, выискивая пункт назначения. Ведь даже шедший с ними один из туристов весьма приблизительно знал, где оставили тело Шимонина. Спасатели весьма обеспокоены сложившейся в последнее время тенденцией. Даже организованные туристические группы, не говоря о простых отдыхающих, отправляясь в горы, не информируют сотрудников МЧС о своих маршрутах. Хотя турфирмы, организовывающие поездки по республике, должны ставить спасателей в известность о маршрутах движения. Это, в свою очередь, делает невозможным максимально быстро добираться до места происшествия, не говоря о том, что поиски вслепую зачастую весьма рискованы и для самих сотрудников МЧС Абхазии. Здесь нужна и более четкая правовая база. В противном случае вероятность того, что поисково-спасательные операции превратятся в просто поисковые, увеличится в разы. Телепроект «Возвращение имени» продолжается. Каждый вторник на нашем телеканале выходит в эфир специальный выпуск программы «Возвращение имени», в котором мы публикуем имена пропавших без вести во время Великой Отечественной войны жителей Абхазии. У вас есть возможность найти в этих списках своих родных и близких. Итак, смотрите в нашей сегодняшней программе очередной выпуск передачи «Возвращение имени». И в завершение выпуска о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31 градус. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.